Вот, имеем возможность переехать по ней. Есть планы, я думаю, Александр Ильич сегодня тоже скажет о них, наши совместные планы по дальнейшей расшивке этих узлов. Съезды сегодня и развязки на, собственно, на приближение кольцевой дороги Санкт-Петербурга позволяют уйти тем, кому необходимо, уйти раньше с трассы и, соответственно, съехать с нее. Хотел бы сказать еще несколько слов о том, что это действительно, вы упомянули важные обстоятельства. Это дорога, построенная на принципах государственно-частного партнерства, головные участки и 7-й, 8-й, который 8-й сегодня открытый, участки на основе концессионных соглашений. Сегодня 669 километров трассы, которые стоили в целом более 500 миллиардов рублей, смогли, так сказать, привлечь внутри этой суммы 148 миллиардов внебюджетных инвестиций. То есть получается, что четверть в среднем, так сказать, суммы, которая была направлена, это деньги частных инвестиций. Огромное количество рекреационных зон, которые по ходу движения трассы могут быть использованы нашими пользователями, это Завидово, Тверь, Селигер, Валдай, Старая Русса, Великий Новгород, Пушкин – это города, которые, по сути, стали ближе к нашим туристам, к нашим пользователям. Вот, да, сделали большой альбом в отношении тех мест, которые может посетить, так сказать, там тот, кто выезжает на новую трассу. И несколько фотографий, Владимир Ильич, если у вас будет возможность для строителей, для нашего музея, так сказать, подписать этот альбом. Очень красивый. Хотел бы сказать, наверное, самое важное. Это и сокращение времени в пути, про которое уже сегодня упоминалось, и самое главное – это снижение аварийности. Сегодняшняя трасса позволила нам с М10, с действующей бесплатной трассы Москва-Санкт-Петербург, увести значительное количество потока, и за счет высокой скорости движения, а сегодня на новой платной трассе это 110 км в час ограничения скорости, а летом мы поставим, и уже есть договоренность, 130 км в час, она позволяет ехать быстро для тех, кто, собственно, едет на дальние расстояния. За счет того, что трасса освещена практически полностью освещена, за счет того, что у нас на всех, так сказать, пересечениях развязки в разных уровнях, за счет того, что применено осевое барьерное ограждение, аварийность на трассе снизилась. Причем самое главное, она снизилась не только на новой платной трассе, но и на действующей трассе Москва-Санкт-Петербург. По отношению к сегодняшним нашим, так сказать, там действующим федеральным трассам, это, конечно, ну вот, действительно новое качество жизни. Мы сегодня рассуждали про аварийных комиссаров, которые помогают людям, если что-то произошло, причем начиная с самых простых ситуаций, когда просто там сломался автомобиль или кончился бензин, они помогут и окажут необходимую помощь. И заканчивая сложными ситуациями, если кто-то попал в дорожно-транспортное происшествие, у них есть медицинские укладки, у них есть, соответственно, аптечки, и они обладают опытом оказания первой доврачебной помощи. Они огородят место дорожно-транспортного происшествия, поскольку чаще всего возникают проблемные ситуации, когда восстановившиеся на трассе автомобили могут врезаться другие. Сегодня на 40% по сравнению с 2016 годом снижено количество дорожно-транспортных происшествий, а ДТП со смертельным исходом снизило в 3 раза. Это важно для выполнения показателей майского указа президента. Хотел бы, наверное, сказать о том, что трасса – это часть большого единого транспортного коридора. Я сегодня докладывал об этом и очень верим, Владимир Ильич, в то, что мы будем иметь возможность перегруппировать ресурсы строительные, которые использованы на строительстве этой трассы, управленческие на строительство новой трассы, кусочек до Владимира начнем уже в будущем году, кусочек вокруг Казани, и закончим новую трассу от Москвы до Казани в 2027 году поэтапно. Это часть нового коридора Европа-Западный Китай. Хотел бы, наверное, завершить этот блок словами благодарности в адрес руководителей регионов. Без их помощи мы действительно не смогли бы добиться тех успехов, которые есть сегодня. Часть, так сказать, работ по отведению земли они взяли на себя, и это, собственно, была важнейшая задача. Без помощи по этому направлению нам как бы не построить новую трассу было бы. Вот. И очень верим, что и Московская область обязательно поможет нам в строительстве
строительстве новой трассы вот в сторону Владимира. Головные участки Андрей Юрьевич сейчас нам очень помогает с земельными вопросами решать. Наверное, из того, что хотел сказать, все. Еще раз поблагодарить за поддержку в этом замечательном проекте и дорожников в целом. Спасибо. Спасибо. Сергей Семенович, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, конечно, событие грандиозное. Связать две крупнейшие агломерации страны общей численностью 26 миллионов человек и плюс целый ряд регионов, через которые она проходит. Действительно, проект уникальный, Владимир Ильич. Если вы помните, вы активно занимались этим проектом еще будучи в правительстве. И именно тогда был создан этот уникальный проект государственно-частного партнерства, уникальный для страны вообще, в принципе, никогда такого не было. И сегодня он, конечно, завершен таким блестящим итогом. Для Москвы это тоже очень важно. Очень важно, как входит эта трасса в Москву. Евгений Иванович правильно сказал. Мы построили на входе в Москву на МКАДе уникальную Бусиновскую развязку, одна из крупнейших в Европе, самая крупная в России, пятиуровневая развязка. Мы проектировали, и коллеги ее строили. И дальше мы в основном по эстакадам зашли в город, тоже сложнейшие инженерные сооружения, дошли до МКАДа. И сегодня к входу М-11 примыкает два крупнейших еще инфраструктурных проекта северо-западная и северо-восточные хорды. Это так, вершина треугольника упирается, по сути дела, вот во вход М-11. Северо-западная хорда практически полностью построена, и северо-восточная построена на 2/3. Есть еще над чем работать, но, в общем, проект понятен, он будет реализован. Владимир Ильич, есть одна серьезная проблема, к которой я бы хотел обратиться. Дело в том, что, как вы правильно сказали, очень важно, как эти потоки распределяются на входе в городов. Значительная часть потока идет транзитом и упирается в МКАД, который, по сути дела, сегодня стал городской дорогой, и он просто не вмещает такое количество потоков, особенно транзитных потоков, грузовиков. И по вашему поручению строится центральная кольцевая автодорога, блестящий такой проект, он сопоставим по мощности, по объему вот с тем проектом, о котором мы сегодня говорим. Там около 500 километров, первый пусковой комплекс 330 километров, это обход вокруг всей Москвы. Вы давали поручение, и, в общем, сегодня можно сказать, что на 2/3 этот проект тоже реализован, первый пусковой комплекс. Но, тем не менее, мы видим в последнее время из-за определенных сложностей он сдвигается на 21-й, на 20-й, 21-й год. И я боюсь, что вот это замедление даст сдвижку еще дальше. Мне кажется, если бы можно было провести какое-то специальное совещание по этому поводу, еще раз посмотреть систему, там системные вопросы, по которым, мне кажется, надо принять решение. Без этого он просто не сдвинется. Это было бы здорово, потому что потом ход на Казань, он тоже должен примыкать к этой кольцевой дороге. Без этого такой сцепки не будет. Она будет работать на треть, эта дорога эффект не будет давать. Это очень важно. И важно вообще для всего транзитного транспортного комплекса страны это будет. Но там нужно, чтобы и местные власти помогали работать. Вовремя нужно выделять землю, без всяких проволочек, без административных издержек. Да, мы с коллегами работаем, к нам вопросов нет, но там много действительно вопросов, которые вы правильно абсолютно говорите. Это важнейший вопрос, как она заходит, как проходит, как она ведет строительство. Там просто надо еще раз обратить на это внимание. Мне кажется, это будет проект, который даст, вот даже для этой дороги, увеличит его эффективность раза в 1,5 точно. И по экономике, и по объему грузопотока. Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо вам огромное за то, что уделяете внимание таким крупнейшим инфраструктурным проектам, которые влияют на жизнь наших городов и регионов. Спасибо. Спасибо. Андрей, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Для Подмосковья мы с вами встречались на запуске МЦД. Это, конечно, колоссальной важности проект, так же, как и трассу, которую мы вчера опробовали, открыли.
Ну, прежде всего, это Шереметьево. У нас большие инвестиции, тут в Шереметьево порядка $1 миллиарда. Инвесторы вкладывают по расширению пассажиропотока, и долгое время люди просто не могли рассчитать, за сколько выезжать, как вовремя прибыть на регистрацию и улетать. Была нервозность и обеспокоенность. Сейчас, слава богу, платная трасса позволяет увеличивать пассажиропоток, и Шереметьево №1 аэропорт страны. Сейчас пассажиропоток под 50 миллионов. Это рабочие места, это налоги, это стратегически важно для нас. Второе огромное преимущество, то, о чем министр сказал, это смерти на дорогах, на Ленинградке, которые были. Сейчас, слава богу, грузовики все больше и больше будут уходить на платную дорогу, плюс мероприятия, которые мы предусмотрели. И по ноябрю месяцу, вот здесь была названа цифра, 15-16% снижения смертности на дороге по Ленинградке. Третья тема, которая волновала огромное количество людей, это когда Ленинградка, самая загруженная трасса страны, проходит через города Химки, Солнечногорск и Клин. Это, конечно, тяжелое ощущение, когда беспрерывный поток и днем, и ночью идет по трассе. Четвертое важное преимущество – мы создали индустриальные парки. Вот Мерседес, который в частности мы открывали, Владимир Владимирович, под вашим чутким руководством, он расположен как раз на территории, которая прилегает к трассе Есипово. 15 индустриальных парков мы расположили там. И вот, допустим, в прошлом месяце мы открыли самый большой логистический комплекс Леруа Мерлен. Почему? Потому что предсказуема стоимость и время доставки, время – деньги. И сегодня у нас большие заявки на огромные логистические комплексы, которые строятся к прилегающей территории. Поэтому для нас, конечно, это имеет колоссальное и социальное, и экономическое значение. И самое главное, что есть альтернатива. Ленинградка стала разгружаться. Вот. Раньше бывало так, что в Шереметьево можно было прилететь, там час, 2 или 3 потратить на полет, и примерно столько же потратить на выезд на Ленинградку и доехать до Москвы. Плюс туристический поток. Вот, и Сергей Семенович это видит, и мы видим Санкт-Петербург. Безусловно, растет туристический поток. И от комфорта очень многое зависит. Поэтому для нас это имеет принципиально важное значение. И спасибо большое за ту дирекцию, которую вы в 2012 году создали по развитию московского транспортного узла. Если бы то решение не было принято, вот Игорь Евгеньевич нам помогает, Сергей Борисович тогда еще сопровождал подробно все эти мероприятия, мы бы, конечно, просто задохнулись. А сейчас переезды и новые трассы позволяют нам развивать территорию. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Михайлович. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я хотел бы, прежде всего, от лица жителей Тверской области поблагодарить вас за инициативу, которая исходила от вас о строительстве первой в европейской части России скоростной трассы. И хотел бы выразить благодарность правительству, нашим коллегам, Автодору, Минтрансу, всем, кто очень хорошо организовал эту слаженную работу. Для нашего региона, который расположен между двух столиц, трасса М11 имеет, конечно, ключевое значение и в развитии экономики, сельского хозяйства и туристического продвижения. Также хотел сказать, что благодаря этому проекту у нас развивается и кластер Московское море, Завидово, Торжок и Вышний Волочек. В ближайшие годы мы планируем, что реализация дополнительных проектов, которые получили свою перспективу, в том числе благодаря наличию у нас трассы М11, это 90 миллиардов инвестиций и более 17 тысяч рабочих мест. Уважаемый Владимир Владимирович, на основании консультации с нашими коллегами мы хотели бы внести два предложения в перечень решений данного совещания. Первое – это строительство северного обхода, так называемого третьего этапа трассы М11 вокруг города Твери. Его протяженность около 60 километров, и в настоящее время уже идет активная работа, Владимир Владимирович, по проектированию этого третьего этапа. Реализация этого проекта нам позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, до Вологды и до города Дубны Московской области. Это для нас очень важно, потому что северный обход нам еще дал возможность, даже сама идея его, привлечь двух крупных инвесторов дополнительно, которые вкладывают деньги. Это Новолипецкий металлургический комбинат, который делает большую инвестицию в сельское хозяйство, инфраструктуру делаем мы до
этого северного обхода М-11 – 18 миллиардов рублей. Это крупнейший комплекс по производству молока. И второй – это Коралл, животноводческий комплекс, это 36 миллиардов рублей инвестиций. И там же с этого северного обхода, Владимир Владимирович, будут подъездные пути к хорошо вам известному Тверскому вагоностроительному заводу, который производит поезда «Иволга». Вот, в этом, собственно, наше первое предложение. Мои коллеги нас поддерживают, и министр транспорта, Игорь Евгеньевич, Росавтодор. Поэтому это вот такая, так сказать, нижайшая просьба поддержать. И второе наше предложение – это на 314-м километре М-11 есть техническая развязка, технический съезд. Мы просим ее развить до рабочего, сами готовы профинансировать пункты пропуска для того, чтобы сделать хорду за средства региона, и мы это уже запланировали, между трассой М-11, М-10 и М-9. Это трасса Балтия. И таким образом, Владимир Ильич, мы сможем соединить наши туристические места, и у нас возникнет движение между, рабочее автомобильное движение между Санкт-Петербургской трассой, между Балтийской трассой, через Осташков, через Андреапольский район, Пеновский, Вышний Волочок, через известную Нило-Слабенскую пустыню. Это мы профинансируем сами. Нам просто важно разрешение эту развязку на М-11 привести в рабочее состояние за счет средств, в том числе и бюджета. Тогда у нас живет уже, так сказать, там, весь маршрут на озере Селигер. Ну и, соответственно, хотели бы сказать, что благодаря трассе М-11 даже сейчас уже вырос туристический поток, нарастили мощности наши гостиницы, так сказать, туристические компании. Планируем к концу следующего года увеличить туристический поток до 2 миллионов человек. Сегодня он справочно составляет, так сказать, около 1 миллиона человек, которые прибывают на территорию Тверского региона. Большое спасибо. По поводу развязки, пожалуйста. Большое уважаемый Владимир Владимирович. Северный обход Твери. Северный обход Твери, третий этап М-11. Я сейчас, если позволите, скажу. Действительно, с Игорем Михайловичем обсуждали. Это очень важные проекты для, как в целом трассы, так и для Тверской области. Северный обход Твери, ну, поскольку южный сегодня использующийся, он, по сути, весь уже застроен, его невозможно в дальнейшем как-то расширять, а поток очень большой. Северный обход, он, конечно, даст возможность и развить территории, и даст выход на северные направления, так сказать, выйти на Ярославль и дальше на Вологду, альтернативной сегодняшней трассе М8. Очень позитивный проект. Мы сейчас проводим изыскания и там проектируем по нему работы. Если такая возможность была бы, мы бы поддержали, конечно, инициативу и этот обход бы начали строить. А с точки зрения развязки, ну, мы разберемся, раз Игорь Михайлович, так сказать, готов взять на себя расходы. Там основные вопросы, которые возникают с платниками, это возможность строительства пункта взимания платы на каждом новом съезде. Но если это будет решено, дополнительная нагрузка не возникнет, и дополнительный поток к трассе будет только полезен. А выезд этот, он очень позволит разгрузить близлежащие районы, дать выезд на новую трассу. Между двумя федеральными трассами Балтия, которая у нас идет М9 на Новую Ригу, на Ригу, и Санкт-Петербургская. Это мы за свой счет трассу строим эту. А у нас просто должен быть съезд, чтобы мы могли коммуницировать полностью. Грузовые перевозки большие. У нас туристы, самое главное, что туристы на Селигер едут. Это для нас просто было бы, так сказать, решение огромное. Хорошо. По северному обходу землю выделим. Ладно, хорошо. Андрей Сергеевич. У Андрея Сергеевича день рождения был вчера. Поздравляем вас. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. У нас год существует новгородский участок трассы. Могу уже сказать некоторые предварительные цифры. Порядка 100 миллиардов рублей инвестиций было вложено, прежде всего, за счет федерального бюджета и концессионеров строительства. Трасса позволила нам, по сути дела, оживить 2 моногорода. Это Боровичи и Угловка. Там созданы территории опережающего развития. И созданы не на словах, благодаря возможности быстрой логистики, расположению практически посередине между Москвой и Петербургом. Есть инвесторы, есть новые предприятия, есть новая жизнь для этих 2 городов. 25% рост турпотока за 2018 год. И это только за счет того, что у нас турист поехал с Москвы более активно. Сейчас открывается вот этот участок, и мы рассчитываем, что и 2019-2020 год туристический поток будет расти также активно. На территории будет 6 многофункциональных зон.
В каждую предполагается вложить порядка 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, и новгородские предприятия там будут присутствовать. Мы с коллегами об этом разговаривали. 2 туристических центра появятся и с одной, и с другой стороны, чтобы люди, которые захотят остановиться, могли бы узнать о новгородской земле побольше. Такое очень символическое, важное событие. Спасибо, что коллеги меня поддержали год назад. Мост через Волхов на трассе М11 назван именем композитора Рахманинова. Да? Это первый такой именной мост на платной дороге. И самое главное, Владимир Владимирович, у нас почти в 300... Всего 330 мостов построено, да, и переходов. Ну, вот Рахманинов Большое первый, да. мостовое хозяйство Да. очень большое получилось. 330 мостов и виадуков. Самая главная цифра – 3,5 раза снижение смертности на трассе М10 в районе Валдая, как раз вот самый такой аварийно опасный участок, который там был. Эти цифры уже есть. Могло быть иначе? Могло быть на самом деле. И существовал очень серьезный риск того, что эта трасса будет транзитом между Москвой и Петербургом и никакого отношения к текущей жизни региона иметь не будет. Почему этого не произошло? Почему все стало получаться? Потому что есть проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря той работе, которую мы с коллегами делаем по строительству опорной сети, региональных дорог, у нас трасса М11 стала таким центром как бы притяжения, да, но при этом есть связка и с районами, и с городским центром. Поэтому огромное спасибо за национальный проект, огромное спасибо министерству, коллегам за поддержку, которую мы чувствуем. Мы почти 2000 километров вот за эти годы дорог привели в нормативное состояние уже. Еще много работы впереди, но мы ее точно выполним. И о чем хотел попросить, Владимир Владимирович. Мы на Госсовете обсуждали необходимость программы по ремонту региональных и местных мостов. Тогда вы поддержали эту идею. Ну, странно строить дороги, которые упираются, да, в мосты, в общем-то, которые там по 30 лет не получали ремонта. Коллеги такую программу сделали. Вот сейчас финансирование там начинается только с 2022 года на сегодняшний день. Если возможно, если какие-то ресурсы будут, я просил бы поддержать, чтобы нам более синхронно это начинать делать, и дороги ремонтировать, и региональные местные мосты, которых тоже огромное количество. Спасибо. Хотел бы всех дорожников поблагодарить за очень неравнодушное отношение и к области, и к тому, что происходит, и за то, что коллеги сочли возможным почтить память солдат, которые погибли на Новгородской земле, на Ленинградской земле. У нас в Мясном Бару памятник появится солдатам. Спасибо за это, спасибо за человеческое отношение, и спасибо вам огромное за вот то решение историческое, которое вы приняли. Спасибо. Благодарю вас. Александр Юрьевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего хочу сказать, что для нас это такой стратегический прорывной экономический проект. Последние 15 лет наблюдается устойчивый рост транзита грузов через Ленинградскую область, особенно автомобильным транспортом, как в сторону государственной границы, так и в сторону строящихся портовых комплексов в Финском заливе. А с учетом того, что стоит задача поэтапного перевода грузооборота из стран Балтии в портовые комплексы Финского залива, мы ждем увеличения грузового оборота. Но, к сожалению, Владимир Владимирович, в последнее время этот огромный транзитный поток вставал в многокилометровые пробки в районе Красного Бора, Ямы Жоры, Шушар, Ульяновки, потому что объем растет, но дорога не позволяла этот объем переваривать. Отсюда и экологические проблемы, и проблемы безопасности, и социальные проблемы, особенно в выходные дни, когда поток увеличился в пятницу в одну сторону, в субботу в другую сторону. Поэтому, конечно, прежде всего, открытие этой дороги – это разгрузка существующей трассы М10 с одной стороны, а с другой стороны – это потенциал по дальнейшему росту грузооборота портовых комплексов на территории Финского залива в Ленинградской области. И, конечно, не могу не сказать о том, что одной из точек стратегического роста становится Тоснинский район, потому что в основном по нему проходит дорога. Мы уже обозначили такой хороший транзитный потенциал территории, это и логистика, и придорожный сервис, инфраструктура. И вот несколько цифр приведу. Только в преддверии открытия трассы в этом году на 33% выросли инвестиции в Тоснинском районе, а заявлены инвестиции на ближайшие годы еще на 10 миллиардов. Это только вот в преддверии открытия трассы. Например, новый завод по производству барьерной упаковки для пищевых продуктов, завод по производству автоцистерн,
логистические терминалы, значит, завод по производству котельного оборудования, суперсовременный смарт-парк «Аэро». И вообще даже открылась новая индустриальная зона М-11. Ну и не могу не сказать, вот здесь все сидящие мои коллеги, мы в рамках Петербургского экономического форума подписали единое соглашение, единый такой туристический проект, мы его назвали «Государева дорога». Это проект по совместному развитию туристического потенциала, и, конечно, связан именно этот проект с тем, что появляется новая дорога, и транзит туристов становится более качественным, более эффективным. И от этого мы, конечно, все выиграем. А предложение, учитывая вот то, что продолжается рост транзитного потенциала нашей территории, рассмотреть в ближайшем будущем проект строительства полукольца, который бы объединил основные вылетные трассы. Это и Сартовала, и Скандинавия, и Колы, московское направление, трасса Нарва, киевское направление, чтобы их все увязать между собой, потому что ориентироваться сегодня только на существующую кольцевую дорогу, которая приближена к Петербургу, фактически часть уже проходит внутри Петербурга. Не совсем правильно, все-таки мы видим огромный потенциал транзитный, он должен выноситься на подходах к городу. Спасибо. Спасибо большое, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, для Санкт-Петербурга это очень знаковое событие. Ну, представьте себе, его можно сравнить со строительством железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Практически такой огромный мегапроект, который сегодня реализовывался, и поэтому от жителей Санкт-Петербурга огромное спасибо всем участникам, прежде всего вам, Владимир Владимирович. М-11 серьезно улучшает транспортную ситуацию на юге города. Длительность поездок между Москвой и Санкт-Петербургом сокращается с 9 до 5,5 часов. После ввода М-11 на всем ее протяжении мы рассчитываем на повышение деловой активности, снижение транспортных издержек, сроков доставки товаров, увеличение туристического потока из Москвы и ближайших регионах. Открытие дороги М-11 дает новые возможности для кооперации Петербурга не только с Москвой, но также с предприятиями Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградских областей. Мы заинтересованы в поставках сельскохозяйственных продуктов из этих областей. Город в этом нуждается, продукция хорошая выпускается, а дорога будет способствовать, конечно, удешевлению этих товаров. Петербург получает новый вектор градостроительного развития в южном направлении. Мы ожидаем повышения инвестиционной привлекательности производственных зон на юге Петербурга, таких как Шушары, Ижорские заводы, металлострой, силовые машины. Вот новая трасса серьезно улучшает транспортную обстановку на юге Петербурга. Повысится доступность южных пригородов Колпино, Пушкин, Павловск на сегодняшний день. Ежегодно более 500 000 жителей города приезжают в Ленинградскую область, особенно в дачном сезоне. Здесь были большие пробки, и мы уверены, что действие этой дороги даст возможность расширить эти узкие места. В настоящее время скоростная платная автомобильная дорога предусматривает 2 развязки на территории Санкт-Петербурга. Мы с Министерством транспорта детально проработали это. Первая на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой. Здесь 2 съезда с М-11 выводятся на внешнее и, самое главное, на внутреннее кольцо КАТ. Съезд на внутреннее кольцо находится поблизости, что удобно, от западного скоростного диаметра. Вторая развязка в створе Софийской улицы потребовала от нас в кратчайшие сроки совершить, в общем-то, работу. Мы свои обязательства выполнили. Это протяженность 700 метров. Непростые, но срок, указанный министерством, мы это сделали. Эта задача успешно на сегодняшний день решена, и трасса М-11 подключена, самое главное, к дорожной сети Петербурга в сторону города. Для строительства продолжения Софийской улицы от новой развязки с М-11 до Заводского проспекта в Колпино город выделил 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, Петербург и регионы Северо-Запада крайне заинтересованы в строительстве еще одной развязки на М-11. Мы с министерством говорили на это. Это дополнительный съезд в направлении аэропорта Пулково. Есть решение по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 миллионов туристов. Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в Пулково жителей соседних областей, а также снизить транзитный поток по Пулковскому шоссе.
Но реализация этого проекта, безусловно, требует и федерального центра. Мы с министерством говорили на это. Без федерального центра нам справиться с этой задачей будет сложно. В нашей градостроительной документации, генеральном плане и проектах планировки территории предусмотрено строительство дополнительных съездов с М-11 направления аэропорта Пулково. Мы над этим тоже работаем, тоже будем выделять собственные средства. Вот открытие новой автотрассы с новой силой ставит вопрос о федеральном участии в других проектах развития дорожной и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Вот совместно с Министерством, федеральным центром были отработаны и детально проработаны 5 первоочередных объектов. Но прежде всего я хочу сказать, что мы очень плотно работаем с ВТБ банком, с другими инвесторами в рамках государственно-частного партнерства, и это дает свои результаты. Но вот среди них Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Эти проекты очень важны для нашего города, но и в том числе это даст возможность расширить некоторые узкие места для соседних регионов. Просил бы поддержать меня, Владимир Владимирович. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Конечно. Андрей. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Знаете, мы достаточно уже три проекта реализовали в Питере. Вы все были вовлечены и помогали. Это строительство аэропорта Пулково, это западный скоростной диаметр, вот сейчас 7-8 участок дороги. Я не буду повторяться, вот Александр Дмитриевич упомянул, мы действительно сейчас уже работаем над проектом и намерены как акционеры реализовать следующий этап расширения Пулково, потому что уже в этом году количество пассажиропотока превысит плановый, вернее запланированный для нынешнего Пулково, там 17 миллионов, сейчас уже 20. Поэтому будем строить новый терминал, и, конечно, это потребует, наверное, дополнительных транспортных тоже коммуникаций. Поэтому, безусловно, поддерживаем идею транспортной развязки для Пулково. И еще 2 проекта, которые мы тоже сейчас прорабатываем с городом. Александр Ильич об этом говорил уже. Это Витебская развязка. Вы на наше обращение с Александром Ильичем дали очень конкретное поручение. Важно, чтобы сейчас оно быстро было реализовано. Там инвестиции состоят на 3 части поделены, 30 миллиардов, 10 правительства, 10 город, 10 мы. Если мы сейчас быстро это все сделаем, то эта связка западного скоростного диаметра и Витебского проспекта может появиться уже к концу 2023 года. Но важно сейчас темп не терять. У меня просьба к руководству Министерства транспорта и правительству будет тоже, чтобы это дело достаточно активно. И, конечно, широтная магистраль, большой проект, мне кажется, крайне важный для города. Его пока ни в каких планах нету. Мы с городом ведем разработку. Большой проект, но мы там готовы половину инвестиций, где-то порядка 80 миллиардов, привести частных инвестиций, коммерческие, и это тоже, я думаю, что там проблему с транспортом, ну, в значительной степени по Питеру она будет другая уже совсем. Поэтому, что касается подписанного сегодня меморандума с Автодором, мы действительно готовы участвовать в строительстве, если нас поддержит правительство, от Москвы до Арзамаса в 2 этапах. Мы с Министерством транспорта тесно работаем. Там тоже примерно не менее 40%, я думаю, инвестиций частных будут готовы туда прийти. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Да, прошу. Я буквально несколько тезисов кратко хотел сказать. По поводу обустройства только что построенной прекрасной трассы. У нас есть опыт уже обустройства таких дорог. Я хотел бы напомнить Чита-Хабаровск. Когда вы ее проехали, вы давали поручение в 2009 году. А условия там были гораздо хуже, чем на трассе М-11, потому что там дорога шла по безлюдью, там вообще населенных пунктов не было. Не работала никакая связь, не было скорой помощи, не было даже опорных пунктов милиции тогдашней. Вы давали поручение, и за 2 года нам удалось эту трассу обустроить. На основании этого опыта, мне кажется, что обустроить трассу М-11 можно за гораздо более короткий срок. Здесь все-таки больше населенных пунктов, здесь все легче. Второй тезис. Вообще на северо-западе сейчас дорожная ситуация очень сильно изменилась. Ведь не только трасса М-11. У нас прекрасная сейчас трасса от Петербурга до государственной границы. У нас построена кольцевая дорога.
Сегодня я с утра ехал из аэропорта Пулково на Васильевский остров в университет по западному скоростному диаметру. У меня вся дорога от Пулково до центра, самого центра Петербурга заняла 20 минут. Раньше такого представить себе невозможно было. И растет очень сильно поток из нашего порта Усть-Луга, Балтика, где происходит естественная замена транзитных потоков из портов прибалтийских стран на нашу территорию. И это тоже трасса М-11, я думаю, возьмет на себя большой поток. Не могу не согласиться с Сергеем Семеновичем о важности центральной кольцевой дороги ЦКАДа, потому что от того, как будут сделаны пункты примыкания, это сразу же очень много решит направление на Казань, на восток, и, конечно, огромную нагрузку, которую просто уже трудно терпеть, это Московская кольцевая автомобильная дорога должно снять. Эта Московская кольцевая дорога должна действительно стать городской дорогой, чтобы транзит, особенно грузовые машины, фуры, не шли по ней. Новая трасса одновременно очень сильно повышает инвестиционную привлекательность всех регионов, где она проходит. И не только российские компании, но вот через Российский фонд прямых инвестиций до меня уже доходит предложение от иностранцев, иностранных инвесторов больше вкладываться в Новгородскую, Тверскую область, потому что теперь достичь и доставить туда материалы, продукты, все что угодно становится гораздо легче. По безопасности, действительно, безопасность резко усилилась с открытием новой трассы, но есть еще один аспект, о котором нельзя забывать, это эра ГЛОНАСС. У нас уже миллионы легковых автомобилей оборудованы этой системой и спасение жизней, а в сутки у нас сейчас 26 тысяч обращений по стране, в сутки 26 тысяч обращений, из них 17 тысяч автоматических. Это значит, произошло что-то серьезное, и водитель или пассажир не может сам нажать кнопку, она автоматически срабатывает. Это, конечно, ускоряет оказание медицинской помощи кратно. Ну, а что касается качества, последнее, что я хотел сказать, качество дороги между Москвой и Петербургом, может быть, это громко прозвучит. У нас, как известно, в России две беды. Так вот, эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них. Спасибо. Пожалуйста, может быть, господин Досельгич что-то скажет? Нет? Спасибо большое. Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и за ее результат. И прошу министерство, ну, собственно, руководителя регионов, сделать предложение и представить людей к правительственным наградам за результаты этой работы. Спасибо большое. Будем дальше реализовывать все наши планы, в том числе и с учетом тех предложений, которые прозвучали в ходе сегодняшней нашей встречи. Благодарю вас.